Сталин и Осетия. Раскрывая этническое происхождение Иосифа Сталина, его мировоззренческие идеалы, определяющие его поступки, естественным образом встает вопрос о его отношении к своему единокровному осетинскому народу и Осетии в целом. Трудность осмысления с этих позиций образа Иосифа Виссарионовича заключается в отсутствии его личных заявлений, дающих однозначный ответ на поставленный нами вопрос. Отсюда, на наш взгляд, проистекает разброс мнений о его месте и роли в судьбах осетинского народа, от прямого возвеличивания до уничижительных оценок. Формулирование прямого ответа на озвученный вопрос осложняется также и тем, что речь идет о чрезвычайно сложной личности, противоречивом времени и неоднозначных процессах. Во многом он кроется в нашем национальном характере, для которого свойственно исключительно легковесное отношение к собственным национальным интересам. Взять хотя бы остинского царевича, полновластного правителя Грузии Сослана Давида Саражон, XII век, который самозабвенно расширял пределы Грузии за счет осетинского воинства. Подобной болезнью страдали и страдают и другие политические деятели Алании разных времен, что в конечном итоге обескровило наш народ, поставило его на грань физического выживания. Взгляните с этих позиций на именитых осетинских москвичей, петербуржцев и других, которые либо вообще не видят Осетии, либо смотрят на нее исключительно потребительскими глазами. Сегодня, когда Осетия в прямом смысле слова истекает кровью, они не могут себе позволить открыто встать рядом со своим народом в борьбе за его национальное единство, а значит и за наше общее будущее. Поэтому, возвращаясь к вопросу об отношении Иосифа Сталина к Осетии, отметим ряд важных показательных событий, в которых он принял прямое участие. Так, в 1939 году при непосредственной поддержке Сталина решением ЦК ВКПБ и Советом народных комиссаров СССР во всесоюзном масштабе был отмечен 80-летний юбилей основоположника осетинской художественной литературы и осетинского литературного языка Костали Ивановича Хитагурова, по существу увековечивший имя поэта. Напомним, что до этого знаменательного события Коста Хитагуров рассматривался рядом высокопоставленных партократов и писателей Северной Осетии в качестве буржуазного националиста, а его произведения по решению Северо-Осетинского обкома партии должны были быть изъяты из библиотек и школ республики. Вы только вдумайтесь, до какого цинизма и низости дошла североостинская номенклатура, которая, прикрываясь псевдокоммунистической риторикой, пыталась в буквальном смысле слова стереть с народной памяти имя человека, который по образному выражению Александра Фадеева является Леонардо да Винчи осетинского народа. То есть именно Иосиф Сталин и никто другой вознес имя Коста Хитагурова на Олимп заслуженной славы. В разгар Великой Отечественной войны Сталин ставит перед руководством Северной Осетии задачу по сбору и изданию сводного текста нарских сказаний, что позволило сохранить ядро Нартиады, показать его всемирное историческое значение. Следует признать, что данным решением Сталин сохранил духовное наследие осетинского народа. Он не дал исчезнуть эпическим сказаниям во всей полноте, отражающим великую культурную традицию народа Ир, его духовное мировоззрение, Ирон Ахдау, без которых само существование нашего народа невозможно. Такими нетривиальными действиями Иосиф Виссарионович заложил твердый фундамент для развития осетинского общенародного литературного языка и осетинской культуры. Особо необходимо сказать о непосредственном участии Иосифа Сталина в вопросе переименования столицы как Северной, так и Южной Осетии. Так, в 1944-м по его личной инициативе указом Верховного Совета СССР город Орджоникидзе был переименован в Зауджикау. То есть Сталин, прекрасно знавший историю Кавказа, отмечая беспримерное мужество жителей Осетии на фронтах Великой Отечественной, целенаправленно возродил прежнее национальное название столицы Северной Осетии, история которого восходит к древнему осетинскому городу Дзау, красовавшемуся в средние века на правом берегу реки Аландон, нынешний Терек. Сталиным также было одобрено решение граждан Юго-Осетинской автономии по переименованию в 1934 году своей столицы в Сталин-Ир. Данный говорящий топоним под авторством Сталина снимает все вопросы относительно того, к какому народу причислял себя секретарь ЦК ВКПБ. Показательно, что после его смерти, когда к власти в стране пришли идейные троцкисты в лице хрущевско-сусловской партноменклатуры, оба этих названия Зауджикау, Сталин-Ир были стерты с карты Советского Союза.
Отмечая проявленный осетинами героизм в годы Великой Отечественной, Сталин делает предложение по переносу Северо-Остинской ССР в Крым. Как известно, северо-остинское руководство от этого предложения наотрез отказалось, но при этом оно не сочло для себя возможным поставить перед Сталиным вопрос о включении навечно в состав республики части Крымского побережья на условиях бессрочного безвозмездного пользования. В последующем Иосиф Сталин сделал очередное предложение по присоединению к Северной Осетии Курского района Ставропольского края, который по занимаемой территории сопоставим с территорией Южной Осетии. Площадь же плодородной пашни данного района составляет порядка 50% от площади всей пашни в Республике Северная Осетия-Алания. Однако и это предложение североостинское руководство отвергло. Затем Иосиф Сталин предлагает организовать в Северной Осетии филиал Академии наук СССР, что предполагало открытие в республике ряда академических институтов с соответствующим государственным финансированием. В это трудно поверить, но и от этого чрезвычайно значимого предложения тогдашние руководители нашей республики отказались. Сегодня в условиях информационного общества, когда уровень развития науки определяет степень успешности государств мира, становится понятно, как далеко смотрел Иосиф Виссарионович, делая подобного рода предложения. Наверняка были и другие инициативы со стороны Сталина, о которых мы не знаем, однако и приведенного перечня достаточно, чтобы понять его искреннюю заинтересованность в развитии Осетии. Ключевой вопрос, который резонно ставится в вину Иосифу Сталину, это вопрос о раздельном существовании Юга и Севера Осетии. Здесь мы вновь акцентируем внимание на сложностях рассматриваемого нами исторического периода в жизни СССР, когда велась жесточайшая борьба с троцкизмом, идейные носители которого препятствовали тогда и препятствуют сегодня созданию единой республики Алания. Во многом ответ на данный вопрос вытекает из приведенных выше свидетельств об уровне понимания руководителями Осетии существа стратегических перспектив развития нашего края, их способности ставить перед союзным федеральным руководством крупные проблемные вопросы, отстаивать наши национальные интересы. Судите сами. Прошло уже более 70 лет со дня смерти Сталина, а главенствующая проблема национальной жизни осетин – единство Осетии – не решена. Так кто в этом виноват? В начале 90-х годов 20-го столетия немногочисленный героический народ Южной Осетии оказался в полномасштабной военной, информационной и экономической блокаде. Однако руководство Северной Осетии, прикрываясь демагогическими заявлениями, не сочло для себя возможным закрыть движение транспорта по военно-грузинской автомагистрали, тем самым поощряя дискриминационную политику официального Тбилиси в отношении народа Южной Осетии. Они же не поддержали в должной мере стремление народа Южной Осетии войти в состав России, ограничившись ничего не значащими декларациями. В августе 2008-го несогласованность действий руководства Юга и Севера Осетии не позволила использовать возможность по освобождению от грузинской оккупации Тершигом, Кудыгом, Кубинскую котловину. В 2022 году, когда практически были сняты все препоны по вхождению Республики Южная Осетия в состав России, должным образом подготовлено общественное мнение, оно вновь не состоялось из-за невнятной позиции нового президента Республики Южная Осетия. Обратимся к нашей сегодняшней действительности, когда, казалось бы, не существует никаких юридико-правовых препятствий для воссоединения Северной Осетии с Южной, и тем не менее данный вопрос по-прежнему не решается. Поистине загадка века, объясняемая исключительно безинициативностью, меркантильностью интересов политических деятелей Осетии последних десятилетий. В отличие от них, Сталин, создавший сверхдержаву СССР, к концу своей жизни ничего не имел, кроме пары заношенных мундиров, дырявых ботинок и 900 рублей на сберегательной книжке. Исходя из вышеизложенного, следует признать, что для того, чтобы давать критические оценки деятельности такой крупной личности, как Иосиф Сталин, надо как минимум иметь на это моральное право, демонстрировать не на словах, а на деле свою приверженность идеям социальной справедливости и народовластия. В противном случае все потуги по дискредитации имени Иосифа Сталина неизбежно превращаются в ничем не прикрытый фарс, проявляют истинное лицо интеллектуальных идейных лилипутов. Пнуть ногой мертвого льва может любой недоросль. А вот высказать открыто свое мнение в адрес тех политических деятелей, которые сегодня блокируют воссоединение остинского народа, глумятся над нашим национальным языком, национальной историей и традиционной культурой, могут единицы. Сотрудники Института национального развития имени Саражон Ас-Богатара не ставят перед собой задачи по абсолютизации образа Иосифа Сталина.
Он в этом и не нуждается. Мы выступаем за осмысленное восприятие сложной натуры отца народов со всеми его как положительными, так и отрицательными чертами. Мог ли он сделать больше для Осетии, чем сделал? Наверняка мог. Почему он это не сделал? На этот вопрос каждый осетин должен ответить самостоятельно, предварительно ответив на вопрос о том, что он сам сделал для Осетии и осетинского народа. Жизнь Сталина, его политическая деятельность должны стать не только примером, но и поучительным уроком для всего осетинского народа. Бесспорно то, что мы как народ не можем себе позволить, чтобы имя нашего выдающегося соплеменника оставалось в забвении и всякая нечисть вытанцовывала на его могиле. Завершая разговор об отношении Сталина к Осетии, одно можно сказать без сомнения. Дзугаты Бишоев Ирцосо Сталин по рождению, по духу и по поступкам был достойным сыном своего осетинского народа со всеми присущими ему характеристиками. Поэтому в сегодняшнюю переломную эпоху, когда против России ополчился весь Запад, не Сталин нуждается в нас. Он давно пропел свою земную героическую песню. А мы в Сталине. Директор Института национального развития имени Саражон Азбагатара, профессор Хадзимат Занайте.